Традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Так, в одном из частных дворов в селе Актемцы от пожара пострадало 3 участка. В ходе дознания установлено, что пожар начался из-за пала. Правительством России с 2015 года запрещено выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения. С 12 мая на землях лесного фонда Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского и Якутского лесничеств установлен пожароопасный сезон. В целях предотвращения лесных пожаров Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Пожароопасный сезон запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение сельхозпалов и выжигание сухой травяной растительности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность, а сельхозпредприятия могут лишить средств господдержки. В некоторых порядках Министерства сельского хозяйства в 5 субсидиях, получается, требуется предоставление документов об отсутствии привлечения претендента-получателя субсидии по отжигу сухой травянистой сухой травы. В связи с этим рекомендуется всем не проводить сельхозпал на территории нашей республики Саха-Якутия, так как это влечет большие пожары на территории республики. Были случаи, когда из-за сельхозпала были очаги возгорания больших лесных пожаров. На физические лица штраф составляет до 5000 рублей, а юридическим лицам до 1 миллиона. Если сельхозпал повлечет крупный пожар и приведет к человеческим жертвам, виновники пожара понесут уголовную ответственность. Лена Андреева, Семен Семенов, Якутск.